Доброе утро, уважаемые гости, участники межрегионального волонтерского форума «Чистая вода». С легкой руки авторов проекта этот форум получил такое название. Сейчас подходят еще отряды из волонтеров из вузов Республики Бурятия. Волонтерские организации откликнулись. Разрешите мне, как руководителю проекта, автору этого проекта, позвольте представиться, Андрей Владимирович Козулин, Бурятский государственный университет, начать наш форум, работу нашего форума. Вчера на берегу Байкала, в особой экономической зоне, прошла первая площадка. Она была посвящена роли волонтерского движения в развитии Байкальского региона. Мы говорили о таком проекте, отдельном точечном проекте, одновременно точечном и масштабном, как Большая Байкальская тропа, и какую роль волонтеры могут сыграть в развитии этого проекта, который, в свою очередь, как множество других проектов, может потянуть развитие регионов, не только Республики Бурятия, но и других. Разрешите представить, уважаемые гости, присутствующие, наш уважаемый президиум. Стараемся уйти, потому что волонтерское движение охватывает широкие массы, социальную структуру целиком, и поэтому, наверное, демократичная форма проведения мероприятий, она не просто уместна, она обязательна. Хотел бы представить ректора Бурятского государственного университета Николая Ильича Мошкина. К нам приехали наши дорогие гости. Это Совет проректоров России, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, председатель Совета Артур Размикович Савелов. Позвольте представить заместителя генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Смирнова Сергея Алексеевича. Все волонтерские инициативы, они невозможны без тесного сотрудничества с органами государственной власти. Это, наверное, обязательное условие развития волонтерского движения. И нам очень приятно, и мы благодарим за то, что сегодня к нам в гости пришел Вячеслав Болданович Цыбекжапов, заместитель председателя правительства Республики Бурятия по социальному развитию. Дорогие друзья, для того, чтобы вы имели представление о географии гостей форума, мне бы хотелось отметить Российский государственный социальный университет в лице двух проректоров, Андрея Валентиновича и Максима Сергеевича, которые приехали к нам в гости, мы начнем с Запада. Хотелось бы несколько слов сказать о этом вузе. Буквально этот вуз обеспечивал волонтерское сопровождение чемпионата мира по футболу. Это о чем-то говорит. Я аплодисменты. Мне хотелось бы представить вам Самарский государственный университет имени Сергея Петровича Королева, национального исследовательства, в виде начальника управления по внеучебной работе Мария Геннадьевна. Мы рады вас видеть. Уральский университет путей и сообщения также откликнулся на нас призыв. К нам приехали две прекрасных Елены. Я прошу вас, это начальник управления по воспитательной работе Романова Елена Александровна и Скоморохова Елена Викторовна. Спасибо большое. Наши большие друзья, которые сейчас готовятся к зимней универсиаде, всемирной универсиаде, она пройдет в феврале месяце в Красноярске. Сибирский федеральный университет сейчас очень озабочен подготовкой к этой универсиаде. К сожалению, не смогли принять участие, приехать, но они прислали самых главных людей в волонтерском движении.
Это Мухаммад Садик и Алина. Сейчас предстоит горячая работа. Это один из проектов, крупных международных ивент-проектов, которые сейчас нам предстоит, нам, сибирякам, да и россиянам в целом. Мне бы хотелось отметить команду Братского государственного университета в виде Галины Павловны. Да, и 3 ребят, волонтеров, которые приехали. Пожалуйста, я не буду по именам. Вставайте дружно. Иркутский государственный технический университет откликнулся и приехал к нам Сергей Сергеевич Аносов. И 4 замечательных девчонок. Иркутский государственный университет путей сообщения также присутствует здесь в виде Виктора Викторовича. И руководителя волонтерского центра. Денис, пожалуйста, я хочу, чтобы здесь помимо присутствуют вузы Республики Бурятия, но мне бы еще хотелось на восток пойти, это, конечно, Байкальский государственный университет. Ребята, забайкальцы, покажите. На этом я хотел вступительную часть представить, но помимо этого всего у нас присутствует, дорогие друзья, наверное, один из главных нервных центров, мозговых центров, который координирует деятельность в воспитательной работе в стране. Хотелось бы отметить, что Владимир Владимирович Путин в своих последних выступлениях, да и вообще-то и в законе об образовании Российской Федерации сказано, что образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения. Воспитание идет на первом месте. И мне бы особо в конце хотелось отметить и замечательного человека, и прекрасную даму, и профессионала высочайшего класса, который организует и координирует деятельность практически вузов всей страны. Это больше 400 тысяч, это 400, извините меня, уже. Марина Ивановна Дугарова. Вот. Ну и, конечно же, на десерт. Ответственный секретарь комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Российской Федерации Андрей Николаевич Кудалеев. Уважаемые гости, очень приятно, что Бурятский государственный университет снова открыт, распахнуты двери, плохой дом гости не ходит, поэтому и университет, и УНМТ, и Республика Бурятия в этом отношении, наверное, славятся своим гостеприимством, принимаем гостей практически каждый день. И разрешите предоставить слово приветственное ректору Бурятского государственного университета, доктору технических наук, профессору Николаю Ильичу Мошкину. Для приветственного слова я встану, конечно. Уважаемый Вячеслав Сергеевич, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, волонтеры, мы действительно очень рады, что сегодня Бурятский государственный университет выбран площадкой для столь значимого форума, посвященного именно волонтерскому движению. Мне очень приятно, что здесь большое количество проектов по социальной воспитательной работе присутствует, и особенно приятно, что они приехали еще со своими ребятами. То есть здесь диалог уже будет не только на уровне административных каких-то вещей, но и диалог на уровне уже непосредственно студентов, участников этого самого волонтерского движения. На мой взгляд, волонтерское движение сегодня не только элемент, как уже Андрей Владимирович заметил, элемент воспитания, который в университете существует, как один из способов воспитания подрастающего поколения, но для вас, ребята, на мой взгляд, волонтерское движение – это один из способов продвижения своей карьеры, получения неких новых компетенций в области организационных мероприятий, управленческих аспектов и так далее. Почему у нас
сегодня волонтерское движение очень широко распространено. Ни одно крупное мероприятие республики, спасибо правительству, опять же, которое работает с нами всегда, рука об руку, без наших студентов не обходится. Даже недавно был парад студенческий, посвящение в первый курс, веревочный курс, так называемый. Все эти мероприятия без волонтерского корпуса, они просто невозможны. Я бы хотел похвалить наших студентов, Федерацию студенческого самоуправления, нашу неформальную организацию «Байкальские волки». Ребята, которые всегда готовы откликнуться на любое крупное мероприятие, на которых можно всегда положиться. Я думаю, что вот за этими ребятами будет будущее нашего университета, будущее нашей республики. Я думаю, из этих ребят выдвинутся потом уже хорошие руководители, хорошие организаторы, то есть люди, которые работают уже непосредственно в студенчестве, в организационных мероприятиях, в волонтерских движениях. Они приобретают тот запас знаний, навыков внутри общения коллективов, который нельзя дать на лекции. Это фактически человек получает те, ну теперь модно говорить компетенции, значит, да, получает тот опыт работы руководящих, который сегодня ни в одном учебнике не прописан. Раньше это было комсомольское движение, пионерское движение, вы помните, да? Ну вот я сам был в свое время секретарем комитета комсомола, там, председателем совета отряда, даже успел членом райкома ВЛКСМ побывать, несмотря на свою молодость. Ну потом все закончилось, но это были те механизмы государственные, которые были направлены не просто на воспитание молодежи, а воспитание уже будущих организаторов, руководителей. То есть если вот так оглянуться назад, наверное, из всех сегодняшних руководителей, в свою молодость, в свою бытность, они все состояли в различного рода структурных мероприятиях комсомола, пионерии, ну, партийных работников, потому что это была инспирированная система, которая на государственном уровне готовила будущих организаторов и руководителей. Поэтому я считаю, что волонтерское движение – это как раз та сама суть государственной системы, которая сегодня направлена на воспитание вас, уважаемые ребята, даже не то, что воспитание, воспитывать уже, как говорил Макаренко, в вашем возрасте уже поздно. Вот. И мне нравится у Макаренко только есть выражение: если у коллектива нет цели, то и нет способа его организовать. Поэтому, когда у вас появляется цель, появляется возможность вашей организации, и появляются среди вас лидеры, появляются среди вас организаторы. Поэтому очень приятно, что сегодня как раз, наверное, эти вопросы будут обсуждаться, вопросы и правовой, и социальной оценки, и взаимодействия, каким образом волонтерское движение работает. Потому что волонтер он должен быть защищен и в правовом поле, и в организационных мероприятиях и так далее. Поэтому опыт крупных вузов сегодня мы услышим и на секциях. Очень интересно, потому что вот то, что РГСУ, например, выступал таким организатором волонтерского корпуса в международном крупном мероприятии, турнире по футболу, это очень серьезная, на самом деле, нагрузка на ребят была. Я сам был в это время, приезжал, ну, на чемпионате мира, я был в университете, приезжал, разговаривал с ребятами, они были настолько возбуждены, настолько у них была огромная ответственность, они собирались, я заходил к ним прямо в студенческое самоуправление и наблюдал, как происходит вот процесс организации сам. Это очень интересно, я думаю, что ребята получили огромный опыт. И университет получил огромный опыт в организации подобного мероприятия, потому что ребята принимают международных гостей, разводят там по трибунам и так далее, и так далее. То есть нагрузка огромная была. Я думаю, это был очень хороший опыт и для РГСУ, и для студентов РГСУ. И сегодня я хочу пожелать вам всем, коллеги, хорошей, успешной работы форума. Несмотря на погоду, очень правильно мы поступили. Сначала съездили на Байкал, провели там одну секцию. Погода благоволила нам. Сегодня, когда ожидаются осадки, ну, как я всегда люблю говорить, фразу одного очень уважаемого человека: любое мероприятие в России, если оно хорошее, его надо быть. Поэтому, если дождь пойдет сегодня, это будет очень хорошо. Я вас поздравляю с началом уже пленарного заседания форума. Желаю всем успехов в работе. Спасибо. Дорогие друзья, вот этот форум не мог бы состояться без поддержки Федерального агентства по делам молодежи.
Это конкурс, который проводился среди образовательных организаций высшего образования. К сожалению, только в конце июля стало известны его результаты. Бурятский государственный университет стал победителем по 2 проектам, в том числе по проведению этого форума. Буквально несколько дней назад мы общались с представителями поликлиники №1, с представителями ФГБУ «Заповедное Забайкалье», это Баргузинский национальный парк, еще с целым рядом организаций. У нас в республике существует очень острая потребность в волонтерском сопровождении как, допустим, поликлинической деятельности, так и каких-то крупных проектов. Федеральное агентство по делам молодежи, конечно же, не может работать без вузов. И вот в этом направлении такая организация, как Совет проректоров по воспитательной работе, объединяющий более 400 вузов нашей страны, сегодня на этом форуме мы ведем речь о появлении новых членов в этом совете. Это будет шириться, сетевая организация, очень тесное взаимодействие, контакты, обмен студентами, опытом, проектами. Постоянно проводят мероприятия по всей стране. Надо отдать должное, что конгрессы проректоров, которые проводятся, они заслуживают, конечно, высочайшей оценки как организационной, так и волонтерского сопровождения и всех остальных аспектов. Мне хотелось бы предоставить слово председателю Совета проректоров Артуру Размиговичу Савелову. Дорогие ребята, участники волонтерского движения и проректоры по воспитательной работе, прежде всего хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы тратите свои силы, энергию, несете тепло, добро в реализации вот этих задач развития волонтерского движения. И, конечно, вот Николай Ильич озвучил, что недавно прошел в Улан-Удэ парад российского студенчества. Он прошел в 47 городах страны одновременно. Это колоссальное мероприятие. Очень хотелось бы поблагодарить за то, что Бурятский государственный университет одним из первых подхватил знамя проведения парада российского студенчества в своем регионе. И от лица Совета проректоров хотел бы вручить грамоту за организацию проведения парада российского студенчества в Улан-Удэ совместно со всей страной. Успешной нам работы в эти 2 дня. Я надеюсь, что все будет очень продуктивно, активно и будут выработаны новые идеи и предложения. Спасибо большое. Парад студенчества проходит у нас уже 4 года. Мы начинали, я помню, своим вузом и мероприятиями по отдельным вузам. Это были такие автономные. Уже 3 года наши студенты первого курса стройными рядами, это многотысячная масса на площади Советов, приветствуемыми своими ректорами, правительством Республики Бурятия, вступают в ряды студенчества. Мне кажется, это посвящение, ребят, студенты по всей стране. Представляете, какая грандиозная акция проходит одновременно. Бессмертный полк, студенческий парад студенчества, еще целый ряд вот таких акций, которые по сути своей являются такими точками закрепления, ребята, становления вас как граждан Российской Федерации, без чего, наверное, все-таки обойтись нельзя. И то, что делает Совет проректоров, это, конечно, надо отдать должное и глубокую нашу благодарность и признательность за их работу. Позвольте сказать несколько фактов из волонтерского движения и Республики Бурятия, и Бурятского государственного университета. Администрация президента Российской Федерации благодарила Бурятский государственный университет за волонтерское сопровождение Совета Безопасности
Российской Федерации, который проходил на Байкале. Наши ребята обслуживали, обеспечивали гостей, участников этого Совета Безопасности, который прошел успешно. Далее Олимпиада в Сочи, я думаю, что не была бы настолько успешна, если бы наши ребята-волонтеры туда не ездили и не помогали гостям, участникам, всем, кто был на них. Вылетело из головы слово молодежи и студентов. Фестиваль, простите, пожалуйста, фестиваль молодежи и студентов также проходил при волонтерском сопровождении ребят из Бурятии. Волонтерское движение и волонтеры Победы, и вот я здесь, к сожалению, не вижу. У нас есть такое понятие и такое движение, как серебряное волонтерство. Это Центр солидарности поколений, университет 3-го уровня. Это такое направление, которое сейчас развивается очень активно. Ребята, вы не думаете, что волонтер это значит студенты. Волонтер это, наверное, в первую очередь, в том числе и пенсионеры. И вот это движение, оно сейчас нарастает, количество членов увеличивается. И у нас в университете есть такой центр, который занимается именно волонтерской деятельностью пенсионеров, людей пожилого возраста. Еще раз хочу сказать, что вот в этом плане, да, Республика Бурятия славится своими волонтерами. Мне бы хотелось предоставить приветственное слово Вячеславу Полдановичу Цыбекжапову, заместителю председателя правительства Республики Бурятия по социальному развитию. Дорогие ребята, волонтеры, уважаемые представители вузов нашей страны, правительство Республики Бурятия также уделяет большое внимание развитию и поддержке волонтерского, добровольческого движения у нас в республике. И ни одно мероприятие не обходится, не проводится без вашей поддержки. Это неоценимая помощь в организации любых наших мероприятий. И перед нами также стоят большие задачи и в дальнейшем. Это экологические вопросы. Недаром сегодня форум волонтеров называется «Чистая вода». И у нас на экране озеро Байкал. Мы понимаем, что Республика Бурятия как водосборная территория озеро Байкал, все реки, которые втекают в озеро, это на 99% это из территории Республики Бурятия. Поэтому на нас с вами лежит очень большая ответственность по сохранению данного озера. И очень удачное название «Чистая вода» нашего сегодняшнего форума. Поэтому я хотел бы, уважаемые ребята, поблагодарить вас, ваши волонтерские группы, волонтерское движение, студенческое волонтерское движение за ту помощь, которую вы оказываете в сохранении озера Байкал. В тех акциях, которые мы проводим на берегу озера по просвещению населения Республики Бурятия, как мы должны жить на берегах Байкала. Я думаю, что и в дальнейшем не только экологические вопросы, не только общественные вопросы, не только культурные, спортивные, но и социальные все вопросы, которые сегодня связаны с жизнью нашей республики. Вы будете активно участвовать во всех этих мероприятиях, потому что, еще раз говорю, волонтер – это не тот студент, которого отправили когда-то участвовать в чем-то. Это состояние души. Состояние души – это гражданская позиция каждого человека, что он должен что-то сделать не только ради себя, а ради окружающего мира, ради своей земли, ради своего города, района, села, что-то сделать полезное, чтобы жизнь улучшалась и становилась чуточку лучше. Поэтому, уважаемые ребята, еще раз вас приветствую. В год добровольца, год волонтера в нашей стране.
хочу вам пожелать хорошего учебы прежде всего, и чтобы вы также активно продолжали продвигать все свои идеи в жизнь. Еще раз с форумом волонтеров. Спасибо большое. Нужно просто положить. Спасибо, Вячеслав Золтанович. Ребята, вы, наверное, слышали о таких всероссийских акциях, проектах, движениях, «Горячее сердце», «Stop Beach Speed». В нашей стране существует мощнейшая организация, которая занимается продвижением именно социально-культурных инициатив. Это фонд, который разнообразные направления, проекты. Буквально недавно большое мероприятие прошло в Крыму, и так получилось, что у Сергея Алексеевича Смирнова появилась возможность приехать к нам на Байкал, в Улан-Удэ, чтобы посетить наше мероприятие. Хотелось бы предоставить слово ему. Пожалуйста. Доброе утро. Ребят, разрешите передать самые теплые поздравления и пожелания хорошей работы всем организаторам, участникам форума от президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Марины Медведевой. Для нас год волонтера, не только 2018, это каждый год, потому что действительно ключевые проекты фонда, их много разных аспектов и в молодежной политике, и в области социальной поддержки, в области культуры, но основным все-таки является то, чтобы действительно, реализуя очень важную социально значимую проблему для общества, привлечь не просто ребят, а включить их в активную деятельность и дать возможность получить очень важные действительно навыки, с одной стороны, а с другой иметь возможность поговорить о очень важных гуманитарных и нравственных вещах. Я сейчас приведу пример. Если мы говорим о всероссийской акции «Stop Beach Speed», которая с 2016 года проводится в стране, она действительно злободневная проблема. Буквально сейчас не заседание, где мы расскажем об этом проекте более подробно, но просто в двух словах, чтобы вы понимали. Мы говорим о социально значимой проблеме, когда из нашего населения 160 миллионов человек, чуть больше, порядка более миллиона болеют ВИЧ-инфекцией. Это проблема, которая практически касается каждого, потому что от 0 до 80 лет нашего населения это люди, к сожалению, каждый в этой группе, и даже в социально благополучных слоях есть люди, которые заражены ВИЧ-инфекцией. Но реализуя этот проект, мы говорим о его участии, его направленности на молодежь. Соответственно, привлекая волонтеров, мы говорим о профессионалах, говорим о волонтерах-медиках, да, то есть общественное движение всероссийского волонтера-медики. Но, погружая ребят в эту проблему, мы еще и даем возможность увидеть различные области применения себя. Потому что есть центры паллиативной помощи, в которых волонтерское движение и участие волонтеров крайне важно. Есть действительно медицинские учреждения для маленьких ребят, затронутых ВИЧ-инфекцией. Есть детские дома, в которых разобрали ребят здоровых, а остались ребята с ВИЧ-инфекцией. Мы говорим о нравственности, мы говорим о семейных ценностях, мы говорим и даем возможность ребятам задуматься об этом, принять участие в этой деятельности, о вещах, связанных действительно с пониманием самой проблемы и включением в активную деятельность. Поэтому
вот пример того, как на одной социально значимой проблеме можно применить свои силы не только по организации сопровождения какого-то мероприятия, а получить те навыки, те знания, те умения, которые будут полезны в своей личной собственной жизни, в своих взаимоотношениях молодых людей в том числе. Вот это одна из задач, которая решают некоммерческие организации. Поэтому нам очень важно, конечно же, объединение усилий государственных, общественных структур и организаций именно в решении социально значимых проблем, не просто в обеспечении организационных мероприятий. Вот в этом принципе является отличие некоммерческих организаций при реализации проекта. И говоря вообще о волонтерском движении, возникает всегда несколько задач. Задачи государственные, задачи, которые решают образовательные организации, я имею в виду университет, и задачи, которые решают некоммерческие организации, имеющие свое определенное направление и дополняющие ту общую работу, которая проводит государство. И еще, мне кажется, такая немаловажная деталь, в свете того, что сейчас все-таки происходят изменения и расставляются немножко другие акценты в сфере основного общего образования в школе. Да? То есть понятно, что образовательная составляющая, она никуда не уходит. Образование, стандарт, единый государственный экзамен – те вещи, которые важны для школьников, аналогичные вещи существуют и для университетов. Но развитие личности, развитие человека, развитие его собственных компетенций, да, способных, опять же, не просто стать успешным в профессии, а быть успешным в семье, быть успешным в своем творчестве, да, то есть быть полноценным человеком, гармонично развитым. Поэтому вот университеты, мне кажется, сейчас тоже будут и должны стать некими такими очень важными ресурсными центрами, не просто по собственному развитию, а по развитию всего региона, потому что в университетах сконцентрированы лучшие студенты, научная школа. Есть возможность коммуницировать с учреждениями здравоохранения, образования, органами государственной власти. Поэтому у вас есть уникальная возможность действительно не только получать академические знания, но и через участие в общественных движениях, в волонтерском движении, в своих объединениях, действительно реализовать себя в полной мере и ориентируясь не только на какие-то базовые академические знания. Мир открыт, жизнь открыта. Не секрет, что, боюсь переврать цифры, 70-80% выпускников университета не работают по специальности. Значит, вот возможность, получая базовое образование, найти еще те сферы приложения, те интересы, они для вас будут крайне важны для того, чтобы в этом меняющемся мире вы действительно, с одной стороны, успешными, с другой стороны, приносить пользу обществу, своей семье. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Алексеевич. Знаете, много мы общаемся по поводу волонтерского движения, с ребятами разговариваем. Вот сегодняшнее мероприятие, проект, он был невозможен без волонтеров нашего университета. Очень часто под волонтерским движением понимается такая узконаправленная вещь. Это социальная защита, это люди с ограниченными возможностями здоровья, это детские дома, детские сады, это пожилые люди, пенсионеры. Но волонтерское движение, оно многогранно. Помимо ИВ-проектов, спортивных, культурных мероприятий, помимо социальной защиты, направления, да, есть еще очень много направлений, граней, о которых, ну, мне кажется, многие даже не знают. И вот сегодня Андрей Николаевич Кудалеев предложил идею и само выступление проектом, которым он занимался несколько лет со своей командой, в том числе. Позвольте предоставить ему слово. Андрей Николаевич Кудалеев, ответственный секретарь комиссии. Здесь мы все добровольцы, а это то, что
я делаю, кроме своей работы. Вот здесь я буду вот кроме своей работы. Я сейчас вот ваши буквально. Я буду говорить без микрофона, все меня слышат, да? Я попытаюсь рассказать, вот мы назвали так, история одного проекта. Чтобы вы понимали, откуда берется. Ну, во-первых, если вот такая логическая цепочка ее выстроить, мы еще поговорим это на секции. Ну, история понятия, там, волонтеры, добровольцы, вроде как одно и то же. Для меня это разные понятия. Для меня доброволец — это от слова добро. Доброволец, вот ему, знаете, больше всех надо. Он делает что-то такое, чтобы помочь другим людям. Не просто сделать, не улицу подмести, чтобы было чисто. Там не колонки подвигать на мероприятии, да, а чтобы другому человеку стало легче. И первое, когда, кто знает, откуда в России, где появились первые добровольцы? В России, где появились первые добровольцы. Вот нормально, вот то, что мы сегодня говорим, нам говорят, вы знаете, вы в России ничего про это не знаете. Мы сейчас расскажем, как у нас в Англии, поэтому у нас волонтеры. Кто в английском силен, происхождение слова добра. Добро, да, оно будет соответствовать. Не надо. Все же меня слышат, да? Оно же однокоренное со слова, от которого происходит слово волонтер, или нет? Там вспомните, не совсем кто. Первые добровольцы появились, ну, скажем так, добровольцы. Во время первой обороны Севастополя, 1654 год, не было такого понятия медсестра. Вот в России, вот известная фамилия, которая в России у нас известна как, в общем-то, основателя, идеолога, вернее, анархизма, Бакунина, большая семья была, 8 человек. И вот сестра Бакунина, она была первой сестрой милосердия. Когда в мужском коллективе были медбратья, вот они там, в Севастополе, во время первой обороны, шли и помогали раненым. Зачем? Потому что считали, что кому-то нужно это делать. Вот добровольно. И женщина на войне, которая там, да, там не одела форму, а просто помогает, потому что нужно нести добро. Это такая отдельная тема, но, видите, вы же первый раз от меня об этом слышите. Мальчики, которые там подносили снаряды и так далее, не их это дело, но кому-то нужно это делать. Раненым помогали, ухаживали и так далее. Это немножко другая категория. Когда доброволец — это человек, который хочет что-то изменить в этом мире, в первую очередь в мозгах. Для меня это вот так. Почему история одного проекта, он очень необычный в том плане, он совсем не из той сферы, о которой мы сегодня будем говорить, поэтому, когда мы говорили, как помочь понять, откуда берется инициатива добровольческие, я говорю, знаешь, вот как-то вот у меня была такая период, как у меня родился, не я его создавал в целом виде, потому что он создавался сам, из ребят таких же, как вы, возрастом, которые вот, можно сказать, да, я хочу. Вот объяснить это невозможно, потому что любая инициатива такая, когда тебе сказали, я услышал от наших коллег, все, что я хотел сказать до этого, да, это люди, которые про идеи коллектива, да, есть Макаренко, да, вообще просто, есть цель. Вот когда у нас цель, ради чего это делать? Мне очень напряжно, когда на добровольческих форумах бывает, говорят, вот нам нужны добровольческие книжки, баллы при поступлении там, к ЕГЭ, там, когда ты ради добра делаешь их, или ради шкурного дела. Не, ну нам грамоты нужны. То есть ты ради грамот это делаешь, или ради чего-то другого. Вот поэтому, когда у нас идея поездка, я хочу рассказать о том, где за это ни награды не дадут. Это более того, это был проект, который был опасным для жизни. Ну, расскажу предысторию такую, чтобы вы понимали вот, историю этого проекта. 2008 год, Орленок, лагерь. Проводится секция, не секция, такое целое направление, называется «Юные послы ЮНИСЕФ». Мальчики и девочки, там 14, 15, 16 лет, все собрались, и вот они такие юные послы. Их нужно было чему-то научить, поэтому нужно было рассказать, что такое международные вещи, и права ребенка у нас, в стране это вообще международное, и вот они там этим всем занимались. Большинство из них это молодые, юные журналисты, которые хотели об этом еще говорить. И вот ну, приходишь, большинство было из Кавказа, ребята с Махачкалы, маленькие мальчики, большие девочки, такие серьезные все. И каждый день приходил, и вот все было хорошо, замечательные ребята. На первом ряде приходила роскошная девчонка,
Мадина Зазанова. Вот такая яркая, красивая, умная, писала бесподобно. Но только у нее руки левой нет, ниже локтя. Да, вот она живая, все вроде. Жизнерадостная. Вот я на нее каждый день приходил, смотрел и понимал, что она получит все, может даже карьеру сделать. Но на Кавказе ее никто замуж не возьмет. Кому нужна однорукая жена? И вот ты понимаешь, что да, вот все, что связано, там, мы говорим, терроризм, экстремизм, красивые слова, там шарики выпускаем. А это не то, что мы видим на экране. Это когда сидит перед тобой человек, и ты понимаешь, вот он остался живой в теракте. А жить-то дальше как? И ты понимаешь, что у этого человека никогда не будет счастья. Потому что общество не готово к тому, чтобы воспринять ее на равных. У себя там дома, да, ей может в Москве-то не посмотрит. Вот это другое. И вот, знаете, такой вот круг замкнулся, я готовился, когда мы решили, что это будет мое выступление, в компьютере той организации, которую мне направили, нашлись фотографии, и ее фотография тоже. Я вот, когда посмотрел, вспомнил, думаю, вот я обязательно об этом скажу, потому что мы говорим, вот, как помочь этому человеку. Да, вроде, вот что, у человека все хорошо, все замечательно, но нет чего-то, чем он отличаться всегда будет от вас с вами, или вместе со мной. Да, вот не вырастет у нее рука больше, никогда. И вот это вот где-то там засело у меня, что все-таки мы ничего не знаем о том, что там тогда происходило. Я был там в 90-х, видел, что было. Но вот это ощущение боли, того, что пережили ваши сверстники и дети, оно так и не передалось всей стране. Что там было, мы видим войну, террористы, мужики, вот такие рожи, вот такие бороды, с автоматами, там все. А люди обычные, которые там тоже жили, вот как они дальше живут. И такой фестиваль, детский фестиваль, Бумеранг, много лет назад. Меня пригласили туда в Орленок и показывают, вот, нет, первую ролик, послушайте. И детский фильм, маленький, коротенький такой, который дети сами сделали, студия из Владикавказа, чуть младше вас. Я посмотрел, я понял, что да, вот как раз эта организация, я понял, что я знаю, что нужно делать, но главное, почему это нужно делать. Давайте посмотрим, потому что был тот самый толчок, который привел к тому проекту, который я вам рассказал. Не-не-не, это тропинка. Сейчас. А пока Паша у нас там сделает, да. Все параллельно. Сейчас, подождите. Я сразу хочу сказать, что вот тот ролик, маленький, коротенький, который вы сейчас смотрите, это сделали дети без взрослых. Придумали, сняли. Ребята, урок подходит к концу. Кто готов прочитать то, что у него получилось? Пожалуйста, Женя, иди к доске. Меня зовут Женя. Я учусь в 6 классе. Когда я была маленькая, я жила далеко-далеко, в очень красивом городе. Моя мама и папа... Ну, извини, Женя, звонок принял. Дочитаешь свою работу в следующий раз. А можно я до конца сейчас прочитаю? Давай сначала прочитаю я, а потом мы ее разберем вместе. Женя, ты что, серьезно обиделся от того, что учительница не дала тебе до конца дочитать сочинение? А хочешь, я его тебе до конца прочитаю? Нет, я сначала лучше в столовую схожу, а потом ты мне все расскажешь. Что грустная такая сидишь? Тебе все равно не интересно. Да ладно, интересно, я тебя не спрашиваю. Понимаешь, когда я была маленькая,
далеко-далеко, в очень красивом городе. Моя мама и папа. Алло, да, иду. Извини, надо бежать. Уберешь. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. Ой, какой хороший. Тоже один. Ну, хочешь, я тебе о себе расскажу? Меня зовут Женя. Я учусь в 6 классе. Когда я была маленькая, я жила далеко-далеко, в очень красивом городе. Мои мама и папа жили со мной, а потом началась война. Они остались там, а мы с бабушкой приехали сюда. Бабушка говорит, что они смотрят на меня с неба, а я без них так скучаю. And it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Да, вот видите, возраст 16 лет, автор сценария. Вот скажите, что дети хотели показать? Социальные проблемы. Давай по-человечески. Проблема. Какую? Проблема того, что общество не хочет слушать. Никого. То есть мы говорим какие-то красивые слова, вот простой человек, да? Вы знаете, я вернусь чуть-чуть назад, наверное, вот, когда мы с проектом работали. Мы делали презентацию этого проекта в Башкирии. И вот рассказывают туда-сюда. Ходит женщина и говорит: вы знаете, у меня мужа убили. Он милиционер, капитан, и осталась одна с 2 детьми. Вот. А он также защищал, да, во время Великой Отечественной войны. И вот все там были ее, вот, кто вместе с ней работал там и так далее. Никого, это все узнали первый раз. Никому не интересно. А что такое женщина с 2 детьми осталась? Без кормильца. Вопросу о. А то не знает, сколько таких. Да? Вот сколько их? И вот эта проблема, она не остро-социальная, она просто как раз, да нам по барабану вообще. Мы только говорим красивые слова. Вот. Доброволец, который человек, для меня, это человек, который говорит: знаешь, как-то вот что-то не так. Вот многие говорят, там государство, это не государство, я беру это делаю, потому что кому-то нужно это делать, и это не должно делать государство. Мы же люди, мы все живем на этой земле. Когда я рассказываю про Кавказ, я потом расскажу, как ребята, кто работал у нас в проекте, ваши сверстники, у них был шок, они живя в Москве, там и в других городах, оказывается, ничего не знала, что у нас происходило в стране, там тоже люди живут. И, собственно, вот когда этот фильм я посмотрел, ролик, я понял, что вот где-то у нас в сознании, ты говоришь, да, вот есть проблема, это, да, гораздо большая проблема, чем там курс доллара, например, да, но мы делаем вид, что ее нет. И тут случилось, знаете, такая вот, когда рождаются вот какие-то порывы, когда случается у нас в стране вообще, ну, наверное, вы все видите, когда трагедия. Вот пока у нас все хорошо, мы ничего не замечаем. Баба, землетрясение, мы все дружно помогаем там те, кто там пострадал. А что, люди пострадавшие только вот бывают землетрясения, не может живут рядом с нами, мало. Мы как-то подняли вопрос. Роста количества погибших в автомобильных авариях. Все представляют цифру? В год 32 тысячи человек. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 16 тысяч. А у нас каждый год 30 лет. Я тут задаю вопрос как-то с коллегами, говорю, скажите, а вот погибли, родители ехали на машине, попали в аварию, оба погибли. Скажите, а как с их детьми? Сколько таких детей в стране? Есть таких? Ну, из 32 тысяч, наверное, есть. Не знаю. А кто за них отвечает?
И оказалось, что никто. Потому что там вроде функция соцзащиты там и так далее, дети-сироты. Но он еще до момента оформления документов, кто должен прийти их покормить, да, там, грубо говоря, отвезти в школу, в конце, кто должен сообщить родственников найти, кто? Оказалось, у нас нет такой структуры вообще, никто не отвечает. Вот когда мы говорим, вот тогда и появляются люди, которые говорят, потому что я человек, это люди реально живут рядом со мной, я должен это сделать. И, собственно, толчок проекта, который вот назывался «Белая книга террора», он послужил тоже с трагедией. Ну, на понимание, это, слава Богу, что вы никогда этого не переживете. Я надеюсь. Для этого, наверное, я этим не занимаюсь полужизни, что никогда через это не пройдете. Когда внутри, там, когда ты много чего повидал в жизни, внутренние какие-то ощущения. Вот я просыпаюсь утром, я могу себе позволить проснуться утром и идти на работу. Вот. Я думаю, что-то вот не хочется ехать, и я не поехал. Встал в 11 часов, собрался, поехал. Приезжаю, у нас офис, чтобы было понятно, в Москве на Лубянке. А там все перекрыто. А там в метро взорвали бомбу террористов. Ну, страшно вообще. Само ощущение этого. Проблема была тогда, что пробки в Москве, скорые проехать не могут, раненые, кровь, спецслужбы, никто не знает, что делать. Обычные люди, которые мимо проходили. Ну, такое месиво. Ну, на работу их понятно, что я не попал. Вот. А на следующий день я прохожу, приехал на метро и прохожу. Но люди, как всегда, цветы кладут, там все, камеры, интервью, все как положено. Ну, для журналистов многие на меня обижаются, это шоу, это рейтинг. И вот я прошел туда, от осколков, прямо отметины в метро, страшно, все видите. Вечером возвращаюсь, думаю, что я иду туда и обратно, что-то не так. Потом я понял, что не так, звоню в администрацию, рядом администрация президента. Я звоню, говорю, слушайте, а кто у вас отвечает за там, идеологию? Товарищ, слушай, а что случилось? Я говорю, ты понимаешь, такое дело? Люди несут цветы, там погибли люди, там, да, там список повесить, чтобы хотя бы было понятно, кому мы несем. Я говорю, ну вот, мемориальная доска будет носить туда цветы. Прошло уже трагедия, быстренько все забылось, другие проблемы, откройте свои мобильники, там вам про что напишут, кто с кем развелся, кто кого. Новости отвлекают, серьезно. Проходит месяц, а у меня это задело. Я опять, уже прихожу, говорю, слушайте, ну вы как-то это самое, надо же, это же в центре Москвы, люди погибли, надо как-то, чтобы все помнили, если мы хотим бороться с терроризмом, да, нужно об этом все время говорить каждый день, а не 3 сентября, да, когда у нас День памяти Бесламана, мы там поговорили красивые слова, это каждый день нужно, иначе вот те моральные уроды, которые это делают, по-другому не назовешь, они будут понимать, что это у нас очередная компанейщина, что у нас по сути есть. Планы напишем, да, там, подписи, все согласовали, коды сделали железные, там еще что-то. Нет, это борьба за мозги. И мне говорят страшную фразу. Будет годовщина теракта, и президентом откроет мемориальную доску. Меня это так и резануло. Вы знаете, прошло 10 лет, мемориальной доски нет до сих пор. Вот скажите, кто должен этим заниматься? Ну так, по-хорошему. Раз уже прошло время, вот, все забыли, что там люди погибли. Мы акции проводим, там, еще там, проекты какие-то делаем и так далее. Да, а вот памяти об этом ее не осталось. И что-то меня так это зацепило, я такой злой, и звонок со Старой площади, с администрации президента. Ну, типа того, что там, ты там темой какой интересуешься, а что? Тогда президента был Дмитрий Анатольевич Медведев, не знаю, может там ему донесли мои слова каким-то образом, что как-то вот надо помнить. Ну, про террористов, когда теракты проходили на Кавказе, в день не по одному, просто об этом не писали в федеральной прессе. Слушайте, интересно, вот мне президент дал поручение сделать вот проект такой, «Белая книга террора». Я говорю, в смысле, как книга может быть проект? Ну вот там такая, и вот нет ничего, ну такая гидка. Ну все представляют гидка. Ну чтобы читал, и там не факт, а чтобы за душу цеплял. Пишет, блин, болеешь за это? Я говорю, что, возьмешься? Я не думаю, говорю, я возьмусь, ну что нужно? Пиши предложение. Я написал полтора. Девочка у меня, Ольга Котова, когда работала, молодая совсем девчонка, студентка 4-го курса. Я говорю, Оль, слушай, вот позвонили, давай сядем, быстро напишем. Вот она, человек пережил автомобильную аварию, ее собирали по частям, буквально там
выжила еле, то есть она понимает, что такое пережить. То есть мы сели за 1,5 часа, написали там, чуть больше страницы, я отправил туда. Звонок. Нашему шефу понравилось. Давай оформляем проект уже, все это как. У нас же формализовано все. Мы сели. Я говорю, а когда нужно сдавать? В пятницу, разговор идет в среду. Чтобы понять, сделать проект, справки с бухгалтерии, с налоговой. Блин, как? Я бухгалтера. И рассказываю, про что я хочу сделать проект. И все напряглись, бухгалтер. Сначала молодая девчонка, тоже моя бывшая студентка. Да у меня там ребенок, мне не до этого. Я объясняю, про что, все говорят, все, сейчас я сделаю. Начинаем напрягать, налоговую говорю, нужно было за 3 дня подавать. Мы объясняем, что для чего это надо. Хорошо, мы сделаем. И вот когда ты понимаешь, что ты объясняешь, для чего ты это делаешь, цель, все вот начинаются барьеры административные, когда ты честно говоришь, что я хочу сделать. Все получилось, проект сделали, начали работать. И одним из элементов проекта, это не только книга, это было, скажем так, собрать все, что на эту тему. Я собираю книжки, библиографию. 217 книг у меня уже собралось в библиографии. Там доктора наук, там профессора известные и так далее. И я набираю телефон, говорю, Андрей, слушай, друган мне позвонил, говорю, слушай, я что, тут самый умный в стране? Да, я смотрю на эту тему, научные работы и так далее. Почему я-то? Ты понимаешь, ты как бы сразу-то не понял. Потому что по условиям этого проекта, это было пожелание президента. Да, сразу сказали, твою книжку валяешь, первый экземпляр ему на стол. А по условиям, которые поставил президент, с этой книгой потом нужно будет проехать по Кавказу, ее презентовать. Знаешь, сколько желающих было освоить бюджетные средства? Только на моменте, когда нужно поехать на Кавказ и об этом рассказать самому, как автору, количество желающих сократилось до 0. И 3 дня остается, президент дал поручение, всех там, построили, тема такая тонкая, что надо как-то выполнять, идиотов нет. Вот, подумали, что у тебя с головой там не все в порядке, типа ты согласишься. Мне сначала обидно стало, с другой стороны я понял, что вот есть одно дело, я делаю потому, что мне платят, а есть потому, что даже если не заплатят, я все равно буду делать. Вопрос, кто будет делать. И я понимаю, что это, тема, это сейчас уже не так, а тогда эта тема была такая жесткая, я понимаю, что со взрослыми бесполезно, без обид, вот коллеги. Потому что у них свои мотивации, у них там семьи, дети, работа. Это люди, которые готовы сказать, что да, мне это надо, я возьму и буду делать. У меня работали ребята со всей страны, из Москвы у меня никого не было, кроме Ольги. Почему? Потому что я не хотел, чтобы, если что, их достали, если честно. И Магнитогорск, Архангельск, на Кавказе у меня с Кабардино-Балкарии ребята были, разных совершенно. И в эту команду мне нужно было фотографии, для книги. Часть мы собрали с интернета. И один у меня был такой же, как вы, там, активист, студент Коля Герман из города Каргополь, Архангельской области, ранее сусед, он очень хороший фотограф, можете его ВКонтакте найти, блестящие такие фотки, очень такой понтовый. Вот. Я звоню, говорю, Коль, слушай, до тебя если еще не доберутся, потому что город до ближайшего населенного пункта 50 километров, в тайге стоит. Вот, возьму. Да, я возьму, все. Мне ТЗ нужно. Я говорю, что значит ТЗ? Это вот как там, я же профессиональный фотограф, ты распиши, как, что снимать. Зря он это сказал. Потому что я был, нужно было поехать в Беслан, вот как раз на то место, где произошел теракт. И я написал, я был там, я видел. Я все ему расписал. Я умею это делать, к сожалению, для него. Он уехал. У меня были деньги там на это, на командировку, все. Человек едет туда. Я могу сказать, что все не так просто, это так я красиво рассказываю. Там, когда меня по 3 раза останавливали на улице, ребята с автоматами и говорят, что ты здесь делаешь, он фотографировал рынок, где тоже был теракт. Я позвонил в Кабардино-Балкарию, потому что у меня во Владикавказе не было знакомых. Ребята, вы понимаете, такая ситуация, парень, выпускник вуза, только в прошлом году выпустил, который мне помогал. Говорю, слушай, надо это самое, помочь. У тебя есть кто-нибудь знакомый? Говорит, есть, сейчас найдем. Все, там через час мне перезвонят. Все нормально, встретят его, там разместят в гостинице, все нормально. Звонок, уже с Владикавказа. Андрей Николаевич, говорит, да, это, представляется мальчик, ваш там представитель Коля должен лететь, да, дайте мне его телефон. Я дал, и вот он его сопровождал по телефону, он
в аэропорту, приехал, он мне позвонил, сказал, я его встретил, привозит, знакомит с ректором. Ректор говорит, а где его поселили? Говорит, ну, в гостинице. Вы что, издеваетесь, что ли? Люди такое делают. Вы чего? Вы как? Вы что себе позволяете? И там, ну, короче, на него наехал, забираю его в гостинице, ректорский номер ему. Все, не дай бог вы хоть копейку с него возьмете. И Коля поехал снимать по моему ТЗ. Ну, чтобы было понятно, Беслан, там красивые слова, 3 сентября, говорит, город ангелов. Не город ангелов, это детское кладбище, где вот так рядами детские могилы. Почти 200 могил. Причем могила не так вот, да, одна плита и 4 надгробия, одна семья вся легла здесь и похоронена вместе. А Коля, так как хотел, чтобы красиво было, я ему сказал, а ты днем снимешь, потом приедешь вечером, когда вот отражаются вот эти вот тени длинные, включая обложку, и вот как раз вот эта его фотография, она легла сюда. Ему не повезло, повезло как профессионалу, не повезло как человеку, у которого после этого жизнь делится на 2 части, до того и после того. Он приезжает туда 25 мая. Во всех наших школах последний звонок, торжество и так далее. А дети школы номер 1 Беслана, вернись, не включай. Вот они идут на кладбище, что у тебя там какие-то техники, раньше вот это слово раз положил на ручку назад. И вяжут, вот, собственно, на могиле, на этом самом, ленту выпускнику. И вот он шел по кладбищу, и стоят надгробья с лентами выпускнику. А потом начал снимать дальше, обошел все кладбище, могила, на которой лежит 15 лет. И целые семьи, которые живут вот тем, что вот этой трагедии. Бутылки воды, там еще что-то. Но самое главное, с людьми поговорил, вернулся, я говорю, Коль, ну все нормально, дает мне флешку, я говорю, Коль, на деньги, ну тебе заработал. Он говорит, я не возьму за это деньги. Я за свои, если нужно будет, полечу и буду это делать. Когда говорят, как человек становится добровольцем, я всегда про него рассказываю. А когда у тебя раз что-то в голове, я понимаю, что я не то, что там буду делать добровольно, я свои деньги заплачу, чтобы что-то изменить. Он говорит, можно я напишу сам о Беслане? Можно, хотя он не журналист. Он написал такой материал, который, ну, если его широко публиковать, много изменит жизнь. Он говорит, трагедия Беслана не в том, что там дети погибли. Да, это страшно. Страшно, что 2 семьи жили рядом. В одной праздник, потому что ребенок остался жив, а в другой похороны, потому что трагедия, ребенок погиб. 2 семьи, которые по-разному стали воспринимать жизнь. Они ненавидят друг друга, значит, которым там десятки лет жили вместе. Вот это, люди поменялись. Вы потому что у вас дети живы, а вы потому что у вас дети погибли. И они стали разными. Самая страшная позиция некоторых руководителей. Надо побольше слезу выжить у федералов. Может, денег дадут на дороги, на социалку и так далее. Вот это страшно. Рассказать. Он рассказал. Когда стал вопрос, кто поедет на презентацию Беслана, я говорю, Коль, поедешь ты. Ну, как в любом проекте, надо отчет писать. Но я особо-то не напрягался с этим. Он сказал, каждый напишите его свои впечатления. Он написал несколько 4 строчки всего. Как его там принимали, вообще подарил нам книги. Одна строчка у него была. Матери Беслана подарили букет цветов. Точка. Дорогого стоит. Вот когда говорят, что я получаю за что, я ничего не делаю, да, там вроде волонтер, ну как многие воспринимают, да, там, фигней занимаюсь. Вот эта строчка, наверное, для него в жизни это понятно. Я делаю что-то такое важное, что вот матери считают, что это очень, ну как-то это значимо. Мне за мою работу дали. Мы хотели еще документу сделать красный. Дизайнер, который, команда, как сказать, дизайнер, который мог бы за деньги отработать, сделать там 3-4 варианта обложки. Он делал 65 вариантов. Он сидел день и ночь, у него жена профессиональный фотограф. И вот они сидели там сутками практически, пытались сделать так, чтобы это за душу взяло. Ну, с торца я сразу могу сказать, сама идея оформления была это сделать белое с одной стороны, черную с другой стороны. Здесь в конце, да, это памятник, который был придуман детьми школы номер 1, которые остались живые. Они, его здесь не видно. Книжку я передам в вашу библиотеку. Может ее полистать, почитать, кто сможет. Таладоник детский, открытый. И дальше список, кто погиб. Ну, не список, а перечень тех, кто погиб. Но
когда мы говорим, мы воспринимаем терроризм как это беслан, Женя была крупнейшая моя воспитанница, когда пришла на наш один такой школу актива, второкурсницей, к третьему курсу она попала в этот проект, на четвертом, когда там у них проектная деятельность в институте была, с ней невозможно было разговаривать, потому что педагогом, потому что говорит, я делал такой проект, который меняет сознание. Она начала собирать, оказалось, что у нас в стране нет списка погибших, когда книга начиналась, это был список погибших терактов. А нет такого списка, никто не ведет. Хорошо, у меня там товарищ на Лубянке сидит, я пришел, говорю, слушай, так и так, вот, мне нужно, кому? Ты знаешь, вообще-то это сейчас, до этого никто не занимался. Я говорю, а как быть, где взять тех, кто вот не погиб сразу, то есть списки там опубликовали, а вот от ран умер потом, а это вообще не к нам. Это Минздрав, я в Минздрав, а мы отдельный учет не ведем. Это в МЧС, я в МЧС, и вдруг я понимаю, что огромная страна, где в каждой организации, начиная от вуза, кончая там управдомом, висит там план утвержденный, что борьбы с терроризмом, а глубоко всем начхать вообще те люди, которые вот погибли, ну не сразу. И я тогда понял, что проблема гораздо сложнее, списка так и не получилось. Но Женя, которая брала из открытых ничего, собирала, когда количество терактов, которые значимо, в которые люди погибли, превысило там уже 300 с лишним, и когда количество погибших почти под 2000, она говорит, Олег, что происходит? Я собираю информацию, это 1000 людей погибли, десятки тысяч раненых, об этом никто не говорит. Вот, наверное, трагедия вот тех участников проекта, кто со мной, ребята, работали, это вдруг понимание того, что многие пришли, потому что, ну, там, вот, Андрей Николаевич, они вдруг понимают, что они делают какое-то очень большое дело. Ну и самое страшное, вот здесь эту таблицу Женину я опубликовал, это единственная, кстати, сводная таблица здесь. Что самое страшное, мы уже почти заканчивали книгу, и выходит документ, мы уже все читали. Я прямо название скажу, прям подарок нам был, как мы думали. Документ опубликован 6 июля 2011 года, почему говорю подарок, у меня день рождения 6 июля. И тут Росфинмониторинг публикует в открытом доступе. Документ называется «Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Открытый перечень. Ну, на понимание, я сейчас скажу, значит, физических лиц здесь, прямо откуда человек, когда родился, 1000, чтобы вам не врать, 1510 человек. Это официальные данные, опубликованные в российской газете. И я думал, вот нам помощь какая, наш проект не зря, мы сейчас опубликуем это, и тут мы поднимем тему, журналисты на местах метнутся, напишут какие-то подонки и сволочи, те, кто помогает террористам, наш проект получит общественную поддержку. Вы читали хоть один такой материал? Я тоже. И оказалось, все очень не так просто, как нам кажется, мы такие все так молодцы, мы тут на подъеме, мы делаем хорошее дело. А оказалось, что, в общем-то, кроме слов, в общем-то, ничего нет. Я был сейчас в Питере, и мы с ними говорили, с ребятами, такая же аудитория. Я говорю, вы знаете, вот мне что обидно, у нас большинство телевизионных каналов содержатся за бюджетные деньги. Они едут в Киргизию, снимают обалденный, хороший, красивый фильм про террориста, который произвел взрыв в петербургском метро. А ребят вывел, вообще пассажиров вывел простой машинист, мужик не растерялся, да, там открыл двери, среагировал и прочее. Про него никто не снял кино. А он совершил подвиг, по сути дела. И я вдруг думаю, а что у нас происходит? Значит, мы все промолчали. Тут на одной встрече, такой же волонтерской, поднимаем эту тему, и один товарищ у нас зашел разговор как раз в Питере про то, а что тут сделаешь? И он говорит, вы знаете, я вот был в Америке, ну там про Америку начали говорить. Если бы такое произошло в Америке, все бы волонтерские центры бросили клич не смотреть этот телеканал. Они бы потеряли рейтинг, и журналисты бы задумались. Мы же этого ничего не делаем, а для этого по соцсетям просто сказать, мы хотим, чтобы было по-другому. Но еще один важный момент, когда мы поехали на Кавказ. Знаете, так интересно. Ну, чтобы понимать, договориться вообще с чем-то на Кавказе, если у тебя знакомых нет, практически невозможно. То есть там сват, брата нужно
парень, который мне помогал из Кабардино-Балкарии, говорит: Олег Ильич, надо письмо написать на президента, ну, республики соответствующей, да, и все, что, о чем он пишет? Да вы не пишете, я сам сделаю, и пишет текст. В соответствии, здесь так написано, в соответствии с распоряжением президента, номер такой-то, такой-то. Планируется то-то, то-то. Просим обеспечить, и все. Ничего. Вот можно понять, вот мы сейчас с вами разговариваем, отправляем письмо по факсу тогда еще. Через час звонок. А когда вы планируете проверить? Я говорю: слушай, Магомед, надо как-то, мы же даже не думаем, пока ответят. И он такой наглый, молодой, ну вот у молодежи есть такая вот хорошая наглость, он говорит: завтра. Я говорю: хорошо. Завтра мы вам дадим лучший зал республики, ибо он будет полный. Пришло вот полный зал, а в конце каждой презентации мы показывали фильм, называется «Проклятые и забытые» Сергея Говорухина, покойного. И знаете, что самое страшное вот в вашей деятельности, когда вы вдруг займетесь темой, которая касается людей, помощи другим людям. Вы можете рассказывать о ком-то, и у меня профессиональный слух просто, ну, не музыкальный, а на логический схем. Я рассказываю этот фильм, он не запускается, так же, как все здесь. Да? И мы показать не можем, но я об этом фильме рассказываю, и женщина говорит, вот встает и говорит: вы знаете, вы все время про этот фильм рассказываете, там что-то, то-то, и я слышу, что это голос женщины, которую в этом фильме мы показываем. Женщину, у которой пропал сын, который 2 года его искала. И я вспоминаю, говорю: Роза Халишевна, и я узнаю ее по голосу: Роза Халишевна, ну зачем вы вот задаете такие вопросы? Лучше вы расскажите вот судьбу вашу. Она говорит: вы сына нашли? Нет, говорит, меня саму взяли в плен, я пробыла 1,5 года в плену. И она говорит, она подходит, говорит: я готова отдать все, что у меня есть, материалы вам. Вот дайте материалы, они никому оказались не нужны, честно скажу. Она говорит: мне в республике некому об этом рассказать. И вот когда ты такое делаешь, ты понимаешь, что у тебя в зале может появиться человек, который, вот герой твой, которого ты не видел, но которого ты знаешь, ты его десятки раз видел с экрана. Подходят 2 женщины, это мы из библиотеки, кто не знает, Нальчик пытались взять штурмом боевики. Погибло 89 человек, ну, по данным, которые официально, оказывается, официально даже сколько посланий погибло, нет, библиотекари. И говорят: вы знаете, у нас вот одна ненормальная такая, я рассказываю, что было в этот день. Сотрудница беременная, на 8-м месяце пришла в библиотеку. Как же так, я же не могу на работе такое время наши книги спасать. Вот я ее слушаю, думаю, вот у людей что в голове-то? И говорит, шел бой, забежал, значит, мужчина с автоматом, стрелял из окна библиотеки, и говорит: у нас до сих пор в библиотеке отметины от этих пуль, они так до сих пор, уже 10 лет прошло, больше. И он погиб, его оттуда спасали. И она рассказывает об этом, стоит журналистка и говорит: я хочу об этом писать. Я говорю: ну у нас вот проект добровольный, хочешь, потому что все понимают, что происходит. Напиши. И девочка написала статью. Она не вошла в книгу, это уже после этого было. Ее опубликовали в республиканской газете. И написали обращение. Вот те, кто, вот любой вот такой проект, это не сделать что-то, а сказать, что пошла волна, вот это вот обращение внимания на что-то. Знаете, что люди начали думать. И главный редактор, я не просил, честно, он такой же стал частью этого проекта, который говорит, он обратился, у кого есть воспоминания, судьба погибших ребята, кто в антитеррористических операциях, напишите. Люди начали писать. 10 лет люди молчали. И вот она как раз и написала в этой заметке про вот те события в Нальчике. Я сейчас, у меня нет с собой этой статьи, я не могу ее найти у себя дома, но, наверное, что там тоже есть, очень непростые вещи. Она рассказывала, что утром все деревья стояли желтыми. В городе наступила тишина, и в нем поселился страх. До этого люди выходили, домами закрывали. Когда я говорю, что вот цель, наверное, того, что мы делаем, это не борьба с терроризмом, это борьба с страхом, помочь людям, сделать по-другому. И вот я благодарю тоже взрослых, наша молодежь, читает его, нет, вот фануга. И я искал, кто у меня, я же не издатель, не литератор, да, я вот, как раньше говорили, пропагандист больше, я шагитку делал. Мне нужен был профессионал. Я знал, что журнал не безразличные люди делают. Я пришел к главному редактору, рассказал о проекте, и говорю, помогите. Да, есть такое понятие, литературная обработка.
да, чтобы было красиво. Он говорит, хорошо. Я говорю, сколько будет стоить? Он сказал, ты что, издеваешься? Какой стоит? Я говорю, а можно вот через ваш журнал обратиться к людям, чтобы они вот свои впечатления написали? Для нас очень важно, что часть этой работы, вот у нас беда нашего всего добровольческого движения, мы все такие хорошие, все сидящие, но как это никто не знает. Ну вот еще тут приехали гости, а вас узнать. В этом беда. Я говорю, я хочу, чтобы вы об этом знали. И одна девочка, я буквально чуть-чуть отрывок зачитаю, чтобы было понятно, с чем откликнулись люди. Девочка написала, я еще не все сказал. Посмотрела на женскую аудиторию, начала женщин и продолжу. И вот у меня девушка с Магнитогорска решила провести исследование. Страшное исследование. Знаете, вот нет такого понятия шахид. Шахид – это герой, да, мученик за веру. Это мужского рода имя. Нет женского вообще в языке. Шахидка – это явление сегодняшнего дня. И она, женщина, провела исследование, писала страшный материал. Для меня он был трошки у терроризма женское лицо. Она описывала, как вербуют девчонок, как их пускают на смерть, как вот женскими слабостями пользуются. Когда женщина совершает поступок, противоречащий женской природе сохранения и рождения жизни. Вот, наверное, вот я говорю, тебе зачем это надо было? Ты как потом с этим жить-то будешь? Я могу сказать, она не просто вот, живет, она у себя в Магнитогорске, они продолжили наш проект. Я потом в конце немножко скажу про это. И девочка обратилась, говорит, да, я была участницей, ну не участницей, не свидетелем, вот частью того, что мы называем теракт. И она написала, прислала заметку, быстро откликнула, сама журналистка этого журнала. И то, что редактора напрягло, что у них в коллективе работает человек, кто был в теракте, никогда об этом не сказал. Я после этого задал вопрос, ребята, вот в Дубровке есть кто погибший. А вот есть дети, это сразу, да, там дети, взрослые и так далее, которые пережили теракт, но стали живы. Они являются жертвами теракта? Не, официально у нас по закону они не жертвы. Я был в Тюмени в центре реабилитации наркоманов малолетних. Говорят, в Одессе, чтобы я так жил. Тренажерный центр, там телевизор, шикарные номера и так далее. Мы более, вот они же наркоманы, им же надо помогать. А вот те люди, кто вот это все увидел, они что, не нуждаются в помощи психологической? И до сих пор этот вопрос не решается. Я сейчас быстро зачитаю отрывок у нее. Светлана Буева написала только маленькую заметочку «Теракт в моей жизни». Это вот очевидец, который все через это перешел. Вот, чтобы вы понимали восприятие этого всего. Сейчас, буквально 2 секунды. Я не сначала, кому интересно, почитайте ее впечатление, она рассказывает о том, что она была в Нальчике на ипподроме и в ложе правительства взорвали бомбу, в которой должен был находиться президент Чечни, президент Кабардино-Балкарии. Но откуда, как, чего, короче, они не приехали. Она рассказывала, как ее закрыл своим телом оператор телевизионного канала, который стоял рядом с ними. И она пишет, что, оказывается, у нас есть люди, которые мы говорим о молодежи, она такая есть, который готов там женщину закрыть своим телом, потому что он такой. И описывает это там описание, она ну, буквально сейчас чуть-чуть прочитаю. Прошло время, много времени, прежде чем я пришла в себя. Самое ужасное, что никто не понимал, что со мной происходит, так как в Центральной России об этом инциденте практически никто не знал. О нем лишь упомянули в 12-часовых новостях и сказали, 1 погибший. Число раненых уточняется. 1 погибший. Но этим погибшим был 102-летний ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Нальчика, долгожитель, сидевший в президентской ложе. Представьте, насколько сухо говорится об этом в федеральных новостях. 1 погибший. Мне потребовалось время, чтобы научиться не бояться. Я стал вновь путешествовать, фотографировать, и, казалось бы, все вошло в нормальную колею. 2011 год. Мое путешествие в Таджикистан. Перед отъездом многие остерегали меня, но оказалось, бояться нужно не в чужой стране, а в своей. Пройдя там прекрасный, наполненный впечатлениями месяц, я решила, что пора бы честь знать. Купила билет на 24 января.
Вылет из Душанбе задержался на 4 часа. Я прилетел утомленный долгим ожиданием и настроенный от прощания с друзьями. Позвонил встречающему меня брату. Он сказал, что стоит в пробке, но минут через 10 будет. Как-то так невероятно получилось, что он оказался возле меня в 2 раза быстрее. Мы сели в машину, я спросила, который час. Ребята еще посмеялись над тем, что я все живу еще по таджикскому времени, хотя уже час как в России. Часы показывали 16:20 ровно. Я позвонила маме, подруге, сказала, что прилетел. Вдруг по радио объявляет срочный выпуск новостей. Я не поняла, что там говорят, причем тут Домодедово. Я же только что там была. Включили другую радиостанцию, и я ушам своим не поверил. Взрыв. В зоне получения багажа, я была там всего 10 минут назад, и одна из последних забрала сумку. То, что происходило дальше, трудно описать. Неделю я не могла встать с кровати, температура поднялась до 40 градусов. Дальше хуже. У меня началась боязнь толпы. Когда я пришла в университет, увидела большое количество людей, у меня случилась истерика. Она не проходила до тех пор, пока я не вернулась домой. Неделя жуткого страха. Мне говорили, а что такое? Ты же ничего не видела. Представьте, каково людям, которые действительно там были. От этих слов становилось еще хуже. Неужели люди не понимают, что побывав на волосок от смерти, очень трудно оправиться и вести нормальную жизнь? Трудно даже просто заставить себя выйти из дома, ведь никогда не знаешь, что может случиться. А когда осознаешь, что в первый раз тебя от смерти отделяли 6 минут, второй 10, думаешь, что ангел-хранитель все-таки есть. Сейчас продолжают говорить об этой трагедии, это по-настоящему страшно. Но лучше знать, что происходит, чем слышать сухое, несколько погибших, и не представлять, что это на самом деле. Вот книга была уже сверстана, и она присылает эту статью, и мы ее ставим. Потому что дальше я понял, что вот наш проект, он не может закончиться. Потому что она подняла тему такую, о которой у нас вообще никто не говорит. 1000 людей, которые нуждаются в помощи. 1000, таких как она. Никому не нужны. Потому что мы считаем, что она же осталась жива, даже не раненая. А нужна ли ей помощь? И, здесь много таких материалов, которые... Здесь разные. Мы решили, что должно быть разное. Воспоминания очевидцев. Парнишка один. Девочка у меня была вообще такая чудная. Хотела быть журналисткой, ничего у нее не получалось. Я говорю, ты хотя бы возьми, мы собери материал, я помогу обработать. Она начала искать в соцсетях, нашла случайно парня, который служил на Кавказе, и у них воинскую часть, в полевой лагерь, въехала машина с террористами, со смертником, взорвалась, он пострадал, вышел из госпиталя, и он рассказывает, что я не хотел служить в армию, там давят, косил все время, потом решил все-таки сходить, попал в этот теракт, вышел, ему говорят, в принципе, можно досрочно демобилизовать, пострадавшего, а вместо этого написал рапорт, пошел служить по контракту. И когда это уже потом, он говорит, почему? Потому что я понял, что кому-то нужно защищать людей. Можно еще сделать, об этом говорить очень много. И, наверное, такие люди тоже есть, мы тоже о них не знаем. То есть собирались разные материалы. Самое страшное было, что когда приходят документы. В эту книгу вошло где-то 100-я часть того, что люди откликались. Говорили, слушай, а там, знаешь, есть вот это, пришлю тебе документ. Материалы расследования, убийства иностранных журналистов на Кавказе. Страшная смерть, как все это происходило. Мы ее сюда тоже опубликовали, потом выяснилось, что когда нас все время ругали за войну в Чечне, а наша делегация в Совете Европы показала, как борцы за свободу рубили головы иностранным гражданам, и это показали в Совете Европы, у них немного в голове-то, что это борцы за свободу, в общем-то, за деньги и не такое могут сделать. Разные вещи, но не хватало, книжка уже готова, ты понимаешь, вроде все правильно, вроде все красиво, уже и данные организации, которые считаются террористическими, как справочный материал, то есть это для всех. Чтобы сюда вошло сразу все, потому что читать некогда, там куча этих лестничных книг, не хватало понимания, как объяснить, что такое терроризм. И тут, знаете, когда ты делаешь какое-то дело важное, и куча людей, которые вдруг говорят, да, слушай, это важно, я тебе помогу. Потому что необъяснимо. И в последний момент мы находим книжку, книжка называется, сейчас название не вспомню, объясню. Книгу написал взрывотехник. Человек, взрывотехник, который обезвреживает бомбу. Человек, который был, я не буду зачитывать его впечатление, почему он начал писать, когда дома на Зубровке взорвали, многоэтажные дома, которые там погибли, сотни людей, об этом уже и забыли в Москве. У нас День Беслана отмечаем 3-го,
А вот чтобы сделать в Москве, сказать, вот здесь тоже жертвы теракта, у нас в Москве не где-то. Кто не знает, нас взрывали не только на Кавказе, не только у нас в Волгограде, в Сургуте. Да, об этом тоже мы все забываем. И вот он пытался объяснить, что такое терроризм. Ну, я, собственно, чтобы было понятно, я буду заканчивать. Ну, вот как сказать, что такое терроризм? Как дать ему определение в одном предложении, в одном абзаце? Когда по факту взрыва приезжаешь в квартиру, где сработало устройство. Когда первый раз сталкиваешься с последствиями теракта, с мощью силы разрушения, со смертью, когда видишь свисающие с люстры лохмотья руки, такое не забудешь никогда. Разве можно забыть вой матери, лежащей на полу в кухне? Она не плачет, она воет. А в комнате за столом сидит ее сын, молодой парень. Ему пошел всего лишь 21 год, он только что вернулся из армии, собрал компанию друзей, отметил свой дембель. Его откинул только на спинку стула. И девушка на кровати со осколочным ранением шеи и лба, она тоже мертва. 3 тяжелораненых везла скорая. На столе раскурочена минометная мина. Откуда она здесь? Оказывается, давно еще школьником парень притащил домой с игры зорницы. Взрыватель вывернул отверстие, курки бросал. В пьяном ударе он рассказывает друзьям, откуда у него эта пепельница. А взрыватель-то есть, так где-то валяется. Да бросьте, столько лет прошло, есть. Лезет под кровать, достает ящичек. Барахла там только нет, и взрыватель нашелся. Столько лет пролежал. Паренек поворачивает его и объясняет принцип. Вот это сюда как дашь, и рукой по взрывателю. И она дала. Они сами себя убили, но это тоже терроризм. Потому что кто-то когда-то позволил пареньку привезти в дом мину. Почему ее можно так запросто найти и привезти? Почему заряд ВВ столько лет хранился в доме? За хранение у нас есть статья. Кто ответит за 2 смерти? 3 покалеченных жизней. Кто ответит за вой матери? Вот когда мы работали над книгой, я прочитал, что есть люди, которые этим занимаются профессионально. Многие жизни у нас попался материал, такой, очень такой жесткий материал про майора Трофимова. Фильмы про него классные бы сняли. Один из известных в мире взрывотехников, который там сотни предметов таких обезвредил, а погиб, ну, очень, скажем так, была такая известная вербовщица, Зарима Мужакоева. Сволочь редкостная. Она несколько раз пыталась, вернее, как бы взорвать себя. Ее отправляли на теракт, но, видать, у нее с психикой все нормально, а в последний момент этого не делала. И поняли, что с такой устойчивой психикой лучше другим заниматься. Она молодых девчонок готовила подрывать себя. Доводила их до состояния, что девчонки говорили, вот когда взрываться-то этим надо, давай скорее, я же хочу уже, все. И ее направляют еще на теракт на Тверской улице, в Москве, центр города. Она приходит в кафе в поясе смертника и в последний момент испугалась. Вызывает официанта, говорит, у меня вот, вызывает взрывотехника, в том числе майор Трофимов. И обезвреживая бомбу, она взрывается, он погибает. Дочка 9 лет. По его конспектам учатся взрывотехники спецслужб большинства стран мира. Вы знаете, Зарима Мужакоева, ее, конечно, арестовали, дает интервью. Наш журналист из «Огонька», фамилию говорить сейчас не буду, он потом покаялся, берет у нее интервью. Она ему рассказывает, какая несчастная, пострадавшая там, от пропаганды и так далее девочка. Он пишет, они замечательный материал публикуют в «Огоньке». Суд. Она говорит, что напрягаться там, заключительная речь, про меня так хорошо. Она заучит ее наизусть и почти цитирует на суде его статью в «Огоньке». Суд не поверил, дал ей 8 лет. И через год он публично кается, что как он взрослый мужик, его, да, журналиста опытного, поставили в условия, когда он написал о террористке так хорошо. Ну, когда уже расследование пошло и так далее. Знаете, мне она в колонии, не знаю, где она сейчас. У меня есть характеристика начальника колонии на нее. Как была она сволочью, так вот характеристика такая она и есть. Но, почему я об этом говорю, мы тогда, собираем материал, столкнулись с тем, что публикация Мужакоевой в интернете, в море, а Трофимова, там буквально упоминание, что он. И ребята, которые работали на Кавказе, говорят, что один проект вот цепляет, почему я хотел рассказать, что не бывает, вот, если ты вкладываешь душу в проект, который вот просто нужно делать. Говорят, слушай, Николаевич, такая ситуация.
таких ребят, как он, десятки тысяч людей. Ну, про террористов есть все, а мы собираем ребят, оказывается, вымелось, которые погибли в Беслане, а про них написал всего один журналист в московском комсомольске Эйнштейн. Он написал о них хотя бы по странице текста. Больше нет ничего. И как по-хорошему было бы вот здесь, да, там, 3 сентября, когда отмечают День памяти, у нас акцию про них-то вспомнил. Вот знаете, что самое страшное? Мне было стыдно. Я начал собирать уже после этого материала, не смог уйти от этой темы. А кто знает про учителей, которые не ушли, остались там с детьми и тоже погибли. Может, мы День учителя, когда отмечаем, значит, вспомнить тех, кто до конца выполнил свой педагогический долг. Вот я часть собрал, у меня есть фотографии, где их 32 погибли. Да? Вот это страшно. Мы говорим, слушайте, а надо же об этом говорить. Говорю, давай сделаем проект. Проект назывался «Вспомнить всех». А те, кто, выполняя свой долг, воинский, служебный, погиб, защищая нас с вами. Вы знаете, вот как раз вот ребята магнитогорские пришли в МВД и говорят, знаете, мы хотим вот продолжение, мы занимались этим, давайте. И когда они делали презентацию своего проекта в Магнитогорске, люди плакали в зале, потому что таких людей, погибших только из МВД, там у них было, по-моему, 19 человек. И они похоронены здесь же, у них в городе. Только никто не приходит к ним на День защитника Отечества и не возлагает цветы на память. Мы ждем, когда 70 лет пройдет, и будем восстанавливать память. Я когда рассказывал об этом проекте, оказалось очень много людей, которые говорят, вот, сегодня один из важнейших, как мне кажется, где можно найти вот применение вот этому добровольчеству, это сохранение памяти. И я буквально, готовясь к выступлению, рассказал о своем проекте, мне рассказывали о проекте в Хабаровске, где добровольцы, такие же, как вы, у вас есть умение, там, труд, оцифровывают материалы военкомата. Призваны во время Великой Отечественной, кто вернулся, больные там, и так далее, и так далее. И они уже вот год всего работали, это очень такой нудный труд, архивы, много чего потерялось, восстанавливают. Я говорю, слушайте, я найду ребят, математиков, которые смогут путем совмещения таблиц найти потерявших. Находятся люди, которых, не знаю, они, оказывается, живы были, а на них похоронки пришли. Только он оказался в другом месте, он был в госпитале многие пролежали по 3-4 года. Не стал возвращаться инвалид к себе домой, но он живой. И таких судеб оказалось десятки. Мне говорят, вот бы если бы наш проект поддержали в других регионах, потому что кому-то нужно это делать. Оказалось, что во многих потеряли. Самое страшное, знаете, что? Вот иногда многие вещи нужно делать вовремя. Мы, конечно, вот такие все эмоциональные, все классно, но дорога ложка к обеду. Понимаете, мы с питерскими архивами начали работать, там документы уже настолько стлели, что 20% фамилий мы не сможем восстановить. Я тогда вспомнил, что вот то, что мы сегодня, то, что я вам рассказываю, либо мы вспомним о тех, кто вот сегодня, это герой нашего дня. 17 тысяч с лишним. Только бойцов внутренних войск награждены орденами и медалями. 17 тысяч. Это герой нашего дня. У них что, классные уроки проводятся в школе? Перед вами они выступают. Я когда работал в молодежке, как сейчас модно говорить, у нас был один из первых ОМОНов, и праздник у нас, День города, они, ребята, помогали бескорыстно, там прошли. Я главе говорю, слушай, дай билетов-то. Он говорит, да иди к начальнику отдела культуры. Ну, концерт День города, как у всех, я пришел. Да что там какие-то там вояки будут, у нас тут почетные гости придут, в первый ряд сядут. Ну, я человек, который много чего в жизни видел, пришел в главе, ну и очень нетолерантный, но объяснил суть этой жизни. Молодой пацан, хоть и начальник отдела, но он, видно, понял у меня эмоция, какая была на лице, решил не спорить, он снимает трубку и говорит, дай ему 10 билетов с моей брони. Я пошел забрал, приношу ребятам ОМОНовцам, они приходят семьи. В 3 ряда ордена. Глава, они у нас стоят в городе, сейчас известный Зубр, большой ОМОН, а тогда был небольшой. Глава подходит и говорит, слушай, мне так стыдно, в жизни никогда не было. Они стоят у нас почти 10 лет в городе, а я не знал, что рядом с нами здесь герои. В центре города база. Вот они здесь ходят по улицам, они вас защищают каждый день. Готовы умереть за вас каждый день. Потому что ОМОН такая специфическая служба. А мы не знаем. Вот когда мы с Владимировичем говорили, стоит ли рассказать вообще об истории этого проекта, что это другое, это тоже добровольство, потому что да, за деньги такие вещи будешь не делать. Ну и закончить я хочу такой простой вещью. Это я рассказал в Иваново, в школе, директрисе, о том, как мы работали, как ребята появляются.
приходят, предлагают что-то свое, давайте мы у себя сделаем. Это же каждый может сделать. У себя на месте. Мне директриса школы, когда называется национальная школа, ну, наверное, в Иваново там был, до сих пор существует интердом, куда дети из разных стран, патриотов, борцов за свободу из разных стран там жили. Наверное, может, это там кто-то отложилось, многонациональная школа. Это я тебе подарю презентацию. Это мои дети сделали, школьники, как они видят то, что вот происходило. Они не были никогда в Беслане. Но когда, сразу объясню, когда мы говорили, собирались, такой режиссер Цалоров, он 3 фильма снял, 4 уже, по-моему, сейчас про Беслан. И мы в Министерство образования пришли и говорим, давайте показывать студентам, там, школьникам, вот показывать про Беслан. Мне тогда говорили, в 2000-х, да, сейчас, как нулевые дни, да, в 10-х, не надо травмировать детскую психику, говорили мне в министерстве. А у нас мы дожили до того, что 6 тысяч бойцов из России воюют в ИГИЛе сегодня. Убивают, режут, все нормально. Их психику мы пожалели, а если бы, наверное, это видел, он задумался, те ли ценности он поедет туда защищать. Да, кстати, большинство, кто воюет в Сирии, не выходцы с Северного Кавказа. Очень много с Центральной России. 80% терактов, совершенных за последние 5 лет, это как раз в основном люди не кавказского и среднеазиатского происхождения. Это те, которые воровали мозги, славяне, там, другие национальности, которые приняли другую идеологию. Но это отдельный разговор. Но вот я после этого ролика посмотрел и говорю, я обещаю, что всегда, когда я буду рассказывать о своем проекте, как продолжение покажу, как дети видят то, что произошло в Беслане. Давай, пропитку. Можно свет только там выключить с этой стороны?
Спасибо. Ну, собственно, вот такой проект добровольческий, которого уже 4 проекта появилось. И я хочу сказать, что я очень долго не мог решиться еще на что-то подобное. А в прошлом году я был в Бахчисарае. Традиционный смотр, Бахчисарайский дворец, все красиво. А там моя хорошая знакомая говорит: не хотите подняться выше? Куда обычно экскурсовод не говорит? Я говорю: хочу. Я поднимаюсь, там стоит памятник, обелиск, обычный обелиск, а наверху значок ВЛКСМ, старый где-то. Я подхожу, а там фамилии ребят разных национальностей, 12 человек. Группа молодых героев-подпольщиков. Я говорю: Ира, а это вообще кто? Она мне рассказывает историю. Как бы Бахчисарае 2 с лишним года. Молодые ребята, младшему 15, старшему 20. И руководитель 42 года Абрахам Поле боролись с фашистами. Татары, греки, русские, евреи, белорусы. 2 с лишним года в подполье. К ним доверилась провокатор, их всех расстреляли. Всех пытали перед расстрелом. Никто не сдал. Руководитель группы балет, он караим по национальности, и вот увековечить память решила общественная организация, которая там объединяет, их там всего там, чтобы понятно, в Крыму, там коренной народ Крыма, чуть больше 500 человек. Но люди, которые говорят, кому-то надо это делать, они обратились и назвали улицу имени Абрахама Балея. Я говорю: слушай, а кто знает сегодня, кто он такой? Вот я решил, что вот эта тема сохранения памяти, это будет не государство, это другая тема. Написали письмо, я встретил зампредседателя совета. Говорю: слушай, надо поставить табличку, чтобы написать, кто он. Вот тот, кто повел молодежь, он же знал, на что они идут. И когда за что отдали жизнь. Знаете, что обидно? Занимаясь этим проектом, я вот в июле ездил встречаться с министром внутренней политики Крыма. Рассказывал, что вот ребята, молодые ребята, караимы, мы хотим вот это сделать. Научный сотрудник, который напрягла там всех, такая же молодая, чуть старше вас, у нее ребенок еще маленький, который помогает, потому что это надо. Ты знаешь, что уже все, телевидение сняло, там все красиво. Я уже хожу, говорю: ты понимаешь, что так стыдно, я сам об этом не знаю. Знаешь, что самое страшное? Даже в Бахчисарае. Я рассказал людям, вот как раз, которые работали со мной по книге, редактор журнала «Наша молодежь», говорит, рассказал эту историю другому человеку, через 3 дня мне зовут: приходи. Они рассказали телевизионщикам эту историю. Говорят: есть материал, мы готовы снять фильм 8-серийный. Человек абсолютно бесплатно, известный сценарист, написал синопсис, ну, о чем будет фильм. Вот просто взял и написал, пережил это все. И я понял одну простую вещь, что, наверное, в стране что-то меняется. Я написал проект. Это был не проект, просто вот хотелось сделать. Мы сегодня привыкли, вот, чтобы что-то получилось, нужно писать проект. А мы не начали писать проект, мы начали сначала делать, потом поняли, что нужно это вот в этот проект положить. И самое главное, вот летает сюда авиакомпания Seven. Да? И они каждый год, вот скажите, это что же акция добровольческая, по сути? У них называется акция, называется «Рейс героев». И ты можешь написать туда письмо, рассказать о герое, и один из рейсов могут быть его названы именем. Я понял, что, наверное, не упускать это событие, я написал письмо, заполнил форму, отправил на Seven. И один из рейсов Москва-Ростов 11 мая был именем Балека назван, и пассажирам, которые летели, рассказывали о подвиге вот этих молодых героев-подпольщиков и их руководителей. В этом году я думаю, ну, наверное, если я обращусь к руководителю Seven, чтобы вот 12 рейсов в Симферополь 9 мая были названы именами вот этих 12 молодых ребят. Наверное, это стоит. Скажите, пожалуйста, сколько на... Меня спрашивают: тебе-то нафига это надо? Вы знаете, говорю, мы уже одну войну отечественную, вот презентация истории Крыма была 2 года назад, но выступают и говорят: вы знаете, сложнее всего историю Крыма было писать про Великую Отечественную войну. Больше всего белых пятен. Мы про античность все знаем. Мы пытаемся через 70 лет восстанавливать память вот тех, на ком можно воспитывать. Я говорю, я пережил вот 10 лет памяти. Мы уже забыли. А ведь такое проходит вот, да, там вчера, позавчера, молодые ребята совершают что-то. Мы тоже о них забываем. Когда говорим, на чем воспитывать молодежь, наверное, молодежь должна сказать, что я хочу найти о своих сверстниках. А закончить хочу очень простую вещь. Книга уже была готова, оркестр прочитал.
подписал, вдруг понял, что будет неправильно, если я не поблагодарю ребят, которые работали в этом. Я позвонил в администрацию президента. Ну, нужно понимать, что это тогда было немножко сложнее на Кавказе. Так и так, хочу ребят отблагодарить. Ну, чем я могу помочь? Денег же не заплатишь, да? Это же другой. Ты что, говорит, ты что их подставишь? Ну да, сразу сказать, что самая большая заслуга у меня в борьбе с терроризмом, что когда я на Кавказе выступал, вы же понимаете, что если кто хорошо пишет, то, что я про себя знаю, вообще, сам не придумаешь. Я личный враг Усамы бен Ладена. Девочка писала ссылку на террористический сайт, за границей, который расположен, что таких, как я, значит, ну, короче, там расписано было, что это. Ты понимаешь, что ты вот озвучивая их фамилии, да, ты подставляешь их, потому что, вот, посмотрите, на Донбассе убили всех медийных лидеров. Не лучших командиров, медийных лидеров. Сегодня человек, который на виду несет слово, это тоже как бы угроза для определенной категории людей. Ты понимаешь, чем ты рискуешь? Ты блин, думаешь, ты под девчонок, ребят подставляешь. Я подумал, что да, он, наверное, прав, но решил, что давайте мы не будем решать за саму молодежь. У меня принцип такой по жизни. Меня когда-то подключили. Я обзвонил всех ребят. Самое интересное, я поймал себя на мысли, что тот парень, который во Владикавказе встречал Колю Гермета, я не знаю его фамилию. Я вообще его, человек появился, помог, все сделал, просто так. А я не знаю, ниоткуда не взялся. Я звоню друзьям в Кабардино-Балкарии, говорю, слушай, ваш друг, они говорят, а мы тоже его не знаем. Мы позвонили, люди откликнулись, вот человек просто взял, помог, не знаю, это нужно делать. И самое сложное было найти вот его, мы его нашли, я ему позвонил, говорю, слушай, так и так, хотим. Ни один не отказался, вот здесь как раз в книге у нас самое главное, выражаем благодарность за помощь в подготовке книги. И всю команду, молодые ребята, кроме 2 человек, это взрослые, кто готовил редактор этой книги, это все молодые ребята вашей сверстники. Ни один не испугался и сказал, да, я хочу это делать, деньги там это не имеет значения, но я понял в своей жизни, что я сделал, ну чуть-чуть, но какое-то очень важное для себя дело. Я стал выше над собой, над всеми другими. И я думаю, что вот, большинство здесь сидящих, наверное, если скажут, что да, мы можем делать любые. Ребята никогда не занимались такими проектами. Вообще никогда в этой теме. Но все у всех получится. Вам под силу все, я думаю, что этот форум, как мы задумывали, да, что он даст такой какой-то толчок важный, что да, мы не только там какие-то там мероприятия, мы можем решать какие-то глобальные большие проблемы развития нашей страны. Всем спасибо. В завершении нашего пленарного заседания я хотел бы Андрею Николаевичу предоставить слово, но я думаю, что Николай Ильич непосредственно сам как руководитель учреждения. Нет, давайте я возьму микрофон. Да, я могу сказать, что книга, она не издавалась, в интернете вы ее найдете, только купить не сможете. Изначально я задумал, что книга никогда не будет продаваться. Это была принципиальная позиция, это делается администрация. Я могу сказать, что один предприниматель мне очень понравился, он говорит, я хочу издать новый тираж. Он за свои деньги издал дополнительный тираж. За свои деньги. Вот что он с ним делал, я не знаю. Вот, поэтому у нас принципиально мы дарим только библиотеками, личном пользовании. Вот у Дмитрия Анатольевича Медведева она есть, ну еще у некоторых руководителей, но у меня еще. Вот, поэтому я передаю вам и журнал, как раз, который вам помогал. Вам спасибо. Уважаемые гости, уважаемые участники форума, в завершении позвольте несколько слов сказать о том, как мы будем работать дальше. Первая секция, которая посвящена технологическим и нормативно-правовым основам развития волонтерского движения. Вот руководитель секции это Андрей Николаевич Судалиев. Вместе с Сергеем Алексеевичем Смирнов будут общаться с вами здесь, в этом замечательном зале. Постановку немножко ребята сделают демократичнее, еще демократичнее, еще теснее.
Поэтому приглашаем сюда в час, начнется она работа. С часу до 3 у нас заседание секций. Это первая секция. Вторая секция, которая посвящена социально-психологическим основам волонтерства, она пройдет на первом этаже в конференц-зале, там, где дирекция Восточного института. Знаете где? На первом этаже, где круглое фойе, и там как раз расположен конференц-зал, рядом с лифтами. Туда я приглашаю прийти, в секцию будем вести мы, два Андрея, я Андрей Козулик и Андрей Сукнев. У нас очень много Андреев такой концентрации, я не помню. 4? Нет, я думаю, что здесь еще, наверное, явно есть. Секции до 3 часов, в 3 часа кофе-брейк. Те, кто на первом этаже будут спускать из столовой, выпейте чашку кофе, чашку чая. Те, кто здесь будет, здесь в фойе. После этого у нас с вами идет, мы разделяемся, что называется, проректора, начальники управления идут в конференц-зал на 3-й этаж, рядом с приемным ректора, и там состоится совещание Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. Будет вести совещание, конечно же, председатель Артур Размикович. Ребята, вы собираетесь здесь для того, чтобы обсудить на круглом столе и поделиться опытом волонтерского сопровождения вузовских проектов. У нас Таня и Ананда будут вести этот круглый стол, что называется, вот вам площадка для творчества. В 6 часов мы завершаем работу, гости сходят, ужинают. И завтра с 10 часов также в конференц-зале на первом этаже, секция номер 2, и в этом зале секция номер 1 продолжит свою работу. После обеда у нас закрытие форума. В 4 часа, в 16:00 завтра в корпусе на Смолина 24 состоится большой концерт творческих коллективов Брестского государственного университета, который завершит нашу работу. Приглашаем всех. У меня большая просьба к ребятам, студентам. Вот сейчас здесь собрались люди, которые разнообразные проекты осуществляют, реализуют, участвуют в них, являются авторами. Добровольчество – это не просто бабушек через дорогу переводить. Это не только в детские дома ездить и помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольчество – это очень многогранная деятельность. То, что Андрей Николаевич говорил, это не значит состоять, зарегистрироваться на форуме, знаете, там, волонтеры России, зарегистрироваться, и ты стал волонтером. Понимаете? Здесь самое главное – это то, что наша жизнь меняется. Вот вчера мы были на Байкале, в особой экономической зоне, и там вот эти скамейки, которые сделаны из деревьев, упавших, их адаптировали и сделали. Это не в рамках финансирования особой экономической зоны. Это женщина, которая там живет, которая вместе со своими коллегами, друзьями решила сделать хоть немножко свою турку горячим, чище, лучше, приятнее, чтобы было приезжать. И она сама за собственные средства вышла и провела вот такую работу. Понимаете? Это то же самое. Это мы просто не представляем, в каких направлениях и каких видах может это развиваться. И вот те безымянные ребята, они, конечно, имеют, они для нас остались, для Андрея Николаевича безымянные, они, вот это и есть добровольчество, это и есть волонтерство. Неформальное соответствие каким-то нормам регистрации на форумах, а именно то, что идет от души, от сердца, то, что человек не хочет мириться с тем, что происходит вокруг него, и пытается эту жизнь сделать как-то лучше, помочь людям, которые рядом находятся. А это просто безгранично. Уважаемые ребята, я прошу вас, как и старший наставник, и как человек уже прийти, послушать, пообщаться. Я думаю, что это будет и нужно, и полезно, и интересно для вас. Огромное спасибо всех присутствующих.
Огромное спасибо Андрею Николаевичу за выступление. В очередной раз я убеждаюсь, что это человек уникальный, человек интересный. Да. Я даже на сайте молодежи. Не бывает обычных людей. Каждый человек уникальный. Вот в этом заключается интересно. Поэтому прошу любить и жаловать, как руководителя секции, как человека, к которому любой может подойти, задать вопрос, поинтересоваться, получить совет. Ребята, каждый из здесь приехавших, каждый из нас, да, он готов общаться и поделиться всем, что у нас есть. Для этого мы собрались. Это центральная идея форума. Объединить наши усилия. 30 ребят, Сергей Сергеевич, из нашего университета выезжали в Иркутский государственный университет на мероприятие на прошлой неделе. 30 ребят. Поднимите руки, кто знает об этом выезде. Вот смотрите. А из тех, кто не ездил, вы знаете? Есть. Я имею в виду, что даже мы здесь сидящие не знаем, что 30 наших ребят съездили туда, пообщались, обменялись опытом, поговорили. И таких мероприятий проходит много. Наша главная задача — Восточная Сибирь, огромный регион. Бурятия с Германией, Забайкальский край с Францией. Нам нужно сконцентрировать наши действия, обменяться опытом, завязать связи, чтобы дальше это пошло уже системной работой, а не отрывочными вещами. Еще раз повторяю, вот это наша главная генеральная идея. Спасибо большое, ну и приятного аппетита.